Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Вайт. Перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на канал, поставить лайк и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Всю неделю все мировые СМИ обсуждают крушение российского самолета, на котором находился глава частной военной компании Евгений Пригожин. И славянские СМИ тоже не исключение. И по радио, и по телевидению, и во всех новостных порталах обсуждают эту новость. И давайте посмотрим, как обсуждают славянские СМИ новость о гибели Евгения Пригожина. Как пишет портал N1-Info Словения, Пригожин уже однажды погиб в авиакатастрофе в 2019 году, но вскоре воскрес из мертвых. Так звучит заголовок. Авиакатастрофа, в которой, по данным России, летел глава Вагнера Евгений Пригожин, сильно напоминает крушение 2019 года. Тогда Пригожина объявили погибшим, но через 3 дня он воскрес из мертвых. Как это возможно? Честно говоря, я не помню этой новости, но вот славянские СМИ об этом напоминают нам. В среду вечером Росавиация сообщила, что в самолете находился Пригожин и что в катастрофе никто не выжил. А днем позже президент России Владимир Путин нарушил молчание. Славянские СМИ ссылаются на информацию, которая была опубликована в российских телеграм-каналах. Например, в таком телеграм-канале, который называется «Серая зона». И считается, что этот телеграм-канал связан с Вагнером. В то время, как многие определяют, была ли эта авиакатастрофа на самом деле местью Путина за июньское восстание и действия Пригожина в Африке, другие предупреждают, что это не первая авиакатастрофа, связанная с боссом Вагнера. Помимо Пригожина в самолете находились 4 пассажира и 4 члена экипажа. Среди них были 2 россиян, пилоты Владимир Садовничий и Виталий Шумко, сообщили в российском посольстве. Славянские СМИ задаются вопросом, был ли действительно Пригожин на самолете, или ему удалось каким-то образом скрыться, или все-таки его настигла месть Путина. Наводнения нанесли огромный ущерб Словении, и несмотря на обещанную помощь Словении Евросоюзом и на благотворительные взносы, которые внесли обычные люди на помощь Словении, этого остается недостаточно. И словенское правительство принимает решение о новом налоге на помощь Словении. И давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Всем сотрудникам придется платить не добровольный, а обязательный взнос. Но будет 2 варианта. Сотрудник может выбрать бесплатно поработать 2 субботы. Одну в этом году и одну в следующем. Другой вариант – уплата взноса, который рассчитывается от прибыли. Сотруднику придется заплатить 0,3% от дохода в 2023 году и 0,3% от дохода в 2024 году. Взнос будут оплачивать не только сотрудники, но также работодатели. Я считаю этот взнос достаточно справедливым. 0,3% от дохода – не такая огромная сумма на помощь Словении. И таким образом правительство рассчитывает, что за 2023 и 2024 год они смогут собрать достаточно денег на восстановление Словении и на помощь пострадавшим. Давайте для примера рассмотрим. Например, человек получает зарплату за вычетом всех налогов чистыми 1000 евро в месяц. За 12 месяцев он получит, грубо говоря, 12 тысяч евро. Это, кстати, не считая еще регресса, 13-й, так сказать, зарплаты. 12 тысяч евро в год чистой прибыли. И с этих денег, и с этой суммы человек должен будет оплатить в помощь Словении 0,3%. То есть он должен будет оплатить 36 евро в год. Мне кажется, что это немного, если у тебя зарплата 1000 евро. Но у людей бывают намного выше зарплаты, а у работодателей намного выше прибыль. И поэтому, конечно, это не всем нравится.
Правда, как я уже увидела, в соцсетях идут горячие споры. Некоторые недовольны тем, что они должны будут с дохода оплачивать 0,3%, а другие пишут, как выбирать рабочую субботу, если, например, у человека сменный график. Но здесь, мне кажется, ничего сложного нет. Человек просто может выбрать один выходной и сделать его рабочим. Делитесь своим мнением в комментариях, как вы считаете, справедлив этот закон или нет. Мне кажется, что закон справедлив, и за 2023-2024 год правительство рассчитывает собрать достаточно средств на восстановление Словении и на помощь пострадавшим. Еще одно неприятное последствие наводнений в Словении. Словению заполонили стаи комаров, и это реальная проблема. Никогда еще не было такого огромного количества комаров, как сейчас после наводнения. Мы это ощущаем и на себе каждый день. Раньше нам хватало, например, одного фумигатора на целую квартиру, а сейчас просто необходимо чуть ли не 2 фумигатора устанавливать в каждой комнате. И помимо этого комаров невероятно много на улице, на свежем воздухе. И власти опасаются, что такое количество комаров приведет к инфекционным заболеваниям. Сейчас в Словении не разрешено использовать биоциды для борьбы с комарами на свежем воздухе. Но также и нет прямого запрета. В Словении даже нет зарегистрированного препарата для такого рода применения. Ученые опасаются, что использование биоцидов к подавлению комаров приведет также к подавлению полезных насекомых, таких как, например, пчел. Использование во внешней среде имеет профессиональный смысл или оправдано в случае вспышки инфекционного заболевания, передающегося комарами. В Словении до сих пор такого еще не происходило. Но, к сожалению, из-за такого огромного количества комаров вспышка инфекции может произойти. Сейчас идут разговоры об экспериментальном средстве Акватейн. Его можно будет использовать в искусственных водоемах, но не в реках, озерах, прудах или ручьях. Упомянутое средство действует до 4 недель, если между ними не идет дождь, после чего распадается на безвредные компоненты. Именно поэтому оно считается биоцидом. Его можно приобрести будет в аптеке во многих странах Евросоюза, включая Словению. В муниципалитете Любляны его протестировали в 2 местах: в нефтеловушке в Снебелье и Ежице. Продукт оказался частично эффективным, но применять его необходимо довольно часто после каждого дождя. Параллельно с этим методом еще необходимо повышать осведомленность жителей о способах предотвращения размножения тигрового комара. Он очень опасен, но плохо летает на расстоянии от 200 до 400 метров. Поэтому среда его обитания очень ограничена. Самое главное – убедиться, что вокруг домов нет предметов или мест, где скапливается вода. Например, в поддоне для цветочного горшка достаточно для размножения комаров. Эффективно против комаров также использование противомоскитных сеток и различных ловушек, сочетающих в себе разные методы привлечения комаров. Ну тогда логично. Вот тут рядом с нашим домом у нас такие огороды, и там стоят бочки с водой. И, конечно же, все эти комары хлынули к нам в дома. Европейский медиапортал Евроньюз собрал мнение путешественников и составил список городов, которые, по их мнению, недооценены. В список также попала столица Словении Любляна. Нет ничего хуже, чем посетить город мечты, а затем разочароваться. И нет ничего прекраснее, чем когда тебя вдохновляет неизвестный город, написали на Евроньюз. И основываясь на мнении пользователей одного из крупнейших онлайн-форумов Reddit, составили список недооцененных городов или европейских направлений, которые еще не полностью рухнули под тяжестью массового туризма. В список также попала Любляна, о которой было на портале написано, что по ней, по ее центру очень приятно, комфортно и безопасно прогуляться пешком.
И написано, что не только Любляна недооценена, но также и вся Словения очень недооценена. Любляна обладает уникальной энергетикой и яркостью, которых нигде больше не встретишь. Пользователи также отмечали хорошую еду и близость некоторых других туристических жемчужин, таких как озеро Блед. Помимо словенской столицы в список попали также болгарский город Пловдив, португальский город Порту, французский Страсбург, итальянский Турин и литовский Вильнюс. Так что советую вам посетить эти недооцененные города. У нас в Любляне началась аномальная жара. Температура достигает 40 градусов Цельсия. И даже ночью температура не опускается ниже 20 градусов. И мы уже с нетерпением ждем, когда же немножко похолодает. Алиса, какая погода в Любляне в воскресенье? В Любляне температура от плюс 18 до плюс 31 градуса. Ясно, без осадков. Ветер слабый 2-4 метра в секунду. А какая погода будет в понедельник? В Любляне от плюс 20 до плюс 21. Дождь с грозой. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и оставлять свое ценное мнение в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!